Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Паводковая ситуация этого года в Якутии проходит в условиях непростого прогноза. Вскрытие рек ожидается раньше среднемноголетних сроков на трое-четверо суток, а уровень снегозапасов в ряде районов превышает норму. Какие ключевые приоритеты для минимизации ущерба сегодня существуют, мы об этом поговорим. Гость студии Дмитрий Лепчиков, министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте о прогнозах. Самое главное, я думаю, то, что волнует сегодня всех, и специалистов, и жителей. Какие прогнозы, когда ожидается вскрытие рек в этом году? Исходя из представленных прогнозов Якутского управления гидрометслужбы по Республике Саха-Якутия, ожидаемые сроки вскрытия рек Якутии около или раньше нормы от 1 до 3 суток. Ледоход в пределах Ленского района мы ожидаем, исходя из прогнозов, это где-то в первой декаде мая, далее в Хангаласском, Намском, в городском округе Якутск, это среднее течение реки Лена, где-то в пределах второй-то декады мая. Далее в эти же сроки, где-то с конца первой декады во второй-то декаде, это и в верховьях, и в среднем течении рек Алдан, Амга, Вилюй. По реке Колыма вскрытие реки в пределах на территории этой республики ожидается уже в третьей декаде. Угу. Вот я вначале озвучил информацию о том, что есть обширные снегозапасы, но вместе с тем каждый год возникает опасность возникновения заторов. Чем они опасны, я думаю, стоит в очередной раз отметить, и где эти заторы все-таки предполагаемо могут возникнуть. Здесь, конечно, влияние на образование заторов есть ряд факторов. Это и низкие температуры, те, которые были у нас зимой. Где-то было осадков меньше, лед толще становится. У нас по информации специалистов, гидрологов на территории этой республики, на реках этой республики затора опасных участков где-то порядка 60. И мы вместе с нашими коллегами и тоже специалистами все эти затороопасные участки мы берем на контроль. Угу. Ну вот они по ходу движения ледоходов встречаются в Ленском районе, в Алекминском есть. Да, наиболее затороопасные участки. Наиболее затороопасные участки, исходя из прогнозов, могут возникать в Ленском, Хангаласском, в районе городского округа Якутск и в Намском районе это на реке Лена. На реке Вилюй наиболее вероятные прогнозы заторообразования это в Вилюйском районе, но при этом отмечу, что и в Нюрбинском районе мы наблюдали заторные явления. На реке Колыма, это в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского района. Не исключают случаи, также заторные явления могут возникать и прогнозируется тоже и на реке Амга, и на реке Алдан. В связи с этим тогда я хочу поговорить о том, как идет процесс подготовки к встрече и большой воды, и, в принципе, прохождения ледохода. Какие превентивные работы проводятся на реках республики сегодня? Или уже все завершены? Это наша традиционная работа. Работа, которая идет по линии Ленского бассейнового водного управления. Республика получает на эти цели, и, пользуясь случаем, благодарю Росводресурсы России, в этом году объем финансирования был увеличен, чем в прошлом году, где-то порядка на 13 миллионов рублей.
Превентивные работы по ослаблению этой прочности льда, это у нас это и зачернение, и распиловка. В 14 муниципальных районах на 7 рек республики это 85 участков зачернения и 7 участков распиловки льда. Сегодня по оперативным данным уже практически мы завершаем данную работу. Ну и в случае возникновения заторов, насколько я понимаю, может применяться взрывные устройства. Да, в рамках доведенных до финансирования наше подведомственное учреждение уже сегодня имеет контракты с предприятием. Мы сформировали, как и в былые года, запас взрывчатых веществ, а это где-то порядка 25 тонн. И при необходимости взрывные команды вместе со спасателями этой республики будут готовы организовать взрывные работы при заторах. Дмитрий Николаевич, смотрите, запас взрывных средств, устройств есть, распиловка проведена, зачернение тоже. Вместе с тем сохраняется в ряде районов все равно угроза затопления при, собственно, весеннем половодье. Какие районы попадают вот в эту категорию? Ну, в соответствии с принятым решением ТКЧС республики, данный перечень мы уточнили. И в этом году в зону возможного затопления могут попасть 121 населенный пункт в 26 районах. В этих районах сегодня активно, за прошедший период, и сегодня эта работа завершается, ведется подготовка, это и проверка систем оповещения, проверка и оснащенность пункта временного размещения, техника, уточнили планы эвакуации, и сегодня идет и профилактическая работа доведения информации до населения. Ну, я вот, насколько понимаю, 26 районов, это же практически 90% всей нашей республики, то есть все районы, которые проходят так или иначе по крупным, средним, мелким горным рекам, везде, где есть весенний доход. Насколько я понимаю, работа внутри муниципалитета ведется уже заблаговременно. То есть муниципалитет сам работает с населенным пунктом, правильно? Да, мы работу эту начинаем уже, и мы начали еще в прошлом году осенью. На сегодняшний день все организационно-планирующие документы, они приняты. Это и распоряжение правительства республики об безопасном пропуске палубных вод на реках этой республики, где определены четкие задачи органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, и уполномоченным предприятиям, организациям и учреждениям нашей этой республики. Работа ведется на постоянной основе, и были проведены под руководством Главного управления МЧС по Республике Якутия и команда штабные учения, где были проверены готовность органов местного самоуправления, то есть муниципального звена Якутской территориальной подсистемы. Дмитрий Николаевич, я понимаю, что люди, которые живут в зоне подтопления, не затопления, я об этом говорю, они, наверное, уже у них отработан механизм, алгоритм на случай возникновения каких-то внештатных ситуаций. Тем не менее, что стоит сделать сегодня в апреле на случай подтопления жилых, дворовых, хозяйственных построек? Во-первых, мы говорим всегда о проведении страхования имущества. Это работа со страховыми компаниями. На сегодняшний день по линии Министерства сельского хозяйства уже подготовлены пункты временного содержания скота. Доводится информация до населения пути эвакуации и мест эвакуации. Пользуясь случаем, конечно, я бы хотел обратиться к гражданам нашей республики о том, что нужно следить за той информацией, которая будет идти на официальных каналах, и эту информацию мы
дневном, ежесуточном режиме мы по всем каналам будем эту информацию доводить. Дмитрий Николаевич, мы с вами не обсудили тему гидрозащитных сооружений. Насколько они готовы к весеннему плаванию? Ну, на сегодняшний день один из элементов подготовки к безопасному пропуску паводковых вод, и это может быть один из главных элементов, это готовность гидротехнических сооружений. Они у нас разные, это и большие гидротехнические сооружения, это защитные дамбы, как и в Ленске, в Алекминске, по городскому округу Якутск. Есть также гидротехнические сооружения мелиорации. В этом году более 40 миллионов рублей в бюджете этой республики были предусмотрены, и сегодня отдельно идет проведена проверка всех гидротехнических сооружений, дана оценка, и наша обязанность обеспечить их готовность к безопасному пропуску в период весеннего половодья. Ну вот, к слову, об оценках в заключение спрошу. Совсем недавно приезжала к нам комиссия МЧС, если не ошибаюсь, в республику. Какую оценку дал и федеральный центр, и наши республиканские власти сегодня вот в плане готовности к прохождению весеннего половодья? Ну, в соответствии с поручением Совета безопасности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, центральным аппаратом МЧС России была проведена проверка, в том числе и проверили нашу республику. Сотрудники центрального аппарата проверили наши планы, фактическое накопление материальных финансовых запасов и республики, и органов местного самоуправления. В целом была дана оценка о готовности республики. Конечно, в тот момент были вопросы, отдельные элементы, надо было подготовиться, в том числе и по гидротехническим сооружениям, где сейчас эта работа сегодня завершается. Ну что ж, будем надеяться, что все весенние сезонные мероприятия пройдут в соответствии с теми оценками. Конечно, хочется, чтобы обошлось без разрушений и серьезных последствий. Дмитрий Николаевич, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.